В микрорайоне Кангаласы произошел пожар, горел частично расселенный дом. Ночью в 1:59 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в четырехквартирном частично расселенном доме в переулке геологов микрорайона Кангаласы в Якутске. На момент прибытия пожарного подразделения по всей площади горела кровля. В результате пожара огнем поврежден дом на площади 108 квадратных метров. Спасен рядом стоящий жилой дом. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки в подъезде дома. На данный момент виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекалось 12 человек личного состава и 4 единицы техники. Женщина пострадала при опрокидывании машины на автодороге Вилюй в Горном районе республики. По сообщению ГИБДД региона, мужчина 1981 года рождения за рулем Судзуки Джимни не справился с управлением и опрокинул машину с проезжей части на 282-м километре федеральной автодороги Вилюй. В результате ДТП пассажирка 1983 года рождения получила закрытый компрессионный перелом шейного позвонка. Сам водитель не пострадал. Со слов мужчины, женщина сидела на переднем пассажирском сидении, пристегнутая ремнем безопасности. Установлено, что водитель не имеет права вождения транспортными средствами. Согласно сведениям ГИБДД, в 2020 году он 7 раз привлекался к административной ответственности. Выявлены факты незаконной охоты на копытных на территории воспроизводственного участка Чукул, находящегося в 60-70 километрах от города Якутска. Первый случай произошел в ночь с 16 на 17 октября. Инспекторы, заметив издалека яркий луч от светового устройства и услышав выстрелы, приняли решение проверить данных граждан на законность действий. В момент проверки двое граждан перетаскивали одну тушу добытой им косули в машину. Разрешений на добычу копытных у них не было. Второй факт нарушения выявлен в ночь с 17 на 18 октября. В момент проверки трое граждан осуществляли поиск добытой продукции охоты в лесном массиве. Заметив инспекторов, четвертый мужчина, водитель, сидевший в это время в машине, сбежал, но через какое-то время вернулся обратно. В багажнике были свежие следы крови. Следуя по следам машины, инспекторы обнаружили 2 спрятанные туши добытой косули. В Якутии задержали 2 наркоторговцев. Полицейские уже завершили расследование уголовных дел в отношении 2 участников организованного преступного сообщества, которое занималось сбытом наркотиков на территории Якутии, а также Красноярского и Забайкальского краев. Их задержали в Якутске с поличным при попытке сбыта партии так называемой синтетики. Установлено, что они занимались распространением наркотиков через интернет-магазин, бесконтактным способом, путем оборудования тайников, с использованием мессенджеров и электронных платежных систем. Фигуранты сбывали крупные партии синтетических наркотиков. Они проживали в съемных квартирах, строго соблюдали конспирацию, регулярно меняли место жительства, абонентские номера, мобильные телефоны, а также адреса доступа в интернет. При проведении личного досмотра, а также из оборудованных тайников, закладок и складов оперативники из незаконного оборота изъяли более полукилограмма наркотиков. Ранее судимый мужчина подозревается в краже планшета из больницы в Якутске. В полицию обратились сотрудники больницы. Выяснилось, что из кабинета пропал планшет, который был подключен к аппарату ЭКГ. Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый за тяжкое и имущественные преступления 52-летний мужчина. Установлено, что он был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Он сообщил медикам, что его сбил автомобиль, поэтому его усадили в коляску. На приеме у врача злоумышленник, когда медицинские работники отвлеклись, незаметно похитил планшет, подключенный к аппарату ЭКГ, спрятав его под футболку. После чего он, бросив коляску, сбежал из больницы. Краденое он продал, а на вырученные деньги купил алкоголь. В Саратове женщина выбросила из окна своей квартиры родных дочерей. По предварительной информации, детям около 8 и 5 лет. Выпали они из окна 4-го этажа. Врачи госпитализировали малышек в детскую больницу. Также на скорой вместе с конвоем забрали и мать. По версии следствия, она таким образом планировала убить детей. В ее отношении возбудили уголовное дело. По неподтвержденной информации, женщина находилась в депрессии после развода. Скинув дочерей из окна, она хотела покончить жизнь самоубийством и ударила себя в сердце ножом, но промахнулась. А когда попыталась выброситься, ее спас дедушка детей. Оползень сошел рано утром в воскресенье на казармы во вьетнамской провинции Quang-Tri. В помещениях находились десятки военнослужащих, в том числе высшие офицеры. Спасатели извлекли из-под завалов тела 3 человек. Судьба еще 19 пока неизвестна. Вьетнам страдает от мощнейшего наводнения, вызванного проливными дождями, которые идут с начала октября. Бедствие уже унесло жизни более чем 70 местных жителей. Государственное телевидение сообщило в воскресенье, что уровень воды в реках провинции Quang-Tri рекордный за последние 20 лет. По прогнозам синоптиков, до среды в центральной части Вьетнама может выпасть еще 600 миллиметров осадков.